Доброе утро, друзья. Мы находимся в Кыргызстане, в городе Бишкек. Я хочу представить вам моих собеседников, друзей из Болгарии и из Казахстана. Они принимают участие на 7-й международной научно-практической конференции «Тенгрианство и этническое наследие народов Евразии». Представляю вам Петка Колев, Болгария. Он президент Общеболгарского культурного фонда «Тангра», член попечительского совета Международного фонда исследования Тенгри, город София, Болгария. И Ефрата Багдатовича Имамбек, член правления Международного фонда исследования Тенгри, эксперт ЮНЕСКО, ученый, город Алматы, Казахстан. Итак, через час начинается конференция. Времени очень мало, поэтому я хотел задать вам несколько вопросов. Это мы снимаем для Республики Саха-Якутия, ну и другим слушателям. Я буду очень краток. Такой первый вопрос. Что вы понимаете под словом «тенгри»? Как в ваших странах обстоят дела с тенгрианством? Как идут процессы возрождения тенгризма как религиозного учения в наши дни? Кто начинает? Сперва я хочу поздравить народа Якутии, Саха-Якутии и пожелать всем доброго здоровья и успеха в жизни. Мы дружим с якутами уже 10 лет. Я принимаю участие в работе международной конференции о тенгрианстве. И о чем в Болгарии, как обстоят дела в Болгарии. Значит, мы, подавляющая религия у нас в Болгарии это христианство, восточное православие, есть и мусульманство, наши турки болгарские, как говорят. Но в смысле научных поисков о тенгрианстве говорится. Наши ученые спорят еще, значит, какое было религиозное мышление древних болгар, потому что это идет по древнеболгарской линии. Древние болгары, выходцы из района Ферганы и района Памира, в античности, до средневековья еще, они тронулись на запад, и они несут с собой культуру Средней Азии. И что я могу сказать об этом? То, что сделало на меня большое впечатление, первый раз, когда я был в Якутии, взрослая женщина, у нее такое народное платье, у нее вот такая лента была, на ленте знак Y, вот такой. И в Болгарии мы находим сотни вот такие знаки. Она говорит, я ее спрашиваю, что это? Она говорит, молодой человек, разве вы не знаете? Но это тенгри. Я знаю, конечно, хотел проверить, то ли вот этот знак тот же самый ли, как у нас. У нас есть очень замечательный памятник 9 века, седмолучевая розета из бронзы. В середине вот этой розеты есть вот этот знак Y. И в середине всегда ставят самое важное, божественное. Так вот, таким образом мы занимаемся тенгрианством. Изучение тенгрианства в Болгарии. А теперь Ефрат. Саха бауырларымызға Казахстаннан жалынды сәлем бердік. Передаю сердечный, пламенный привет из
братьям Саха из Казахстана. И продолжая тему, которую Петко начал, говоря о Тенгри, хочу прочитать специально для Петка и для ваших слушателей стихотворение замечательного бурятского поэта, с которым я познакомился вчера, Баир Дугаров. Топот оседланных бурь проносился по желтым степям от Саян до Дуная. Ток бесконечных племен, утвердивших Евразию как проединство народов. Тангра ведет мое сердце и племя мое от полыни к бессмертию. Так начиналось Фарух свое слово, на пульных путях обретая отчизну. Тысячелетие кружилось, кириллицы песень, осветившая духа начала, тень полумесяца на византийских руинах и колокол поздней славянства. Тайным послом отшумевших времен я пришел к тебе, мадовский конник. Тангра возвал к небесам я, и в розе полуденной запах услышал полыни. Для меня Тенгри это не просто огромное синее небо над Евразией. Тенгри это понятие космическое. Тенгри это экстрапланетарное понятие. Это источник всего сущего. Это Манг Кок Танер на древнем тюрке Гук Мунке Денгир переводится, часто переводят как вечное синее небо. На самом деле это вечная вселенская гармония, потому что Денгир это равенство, это баланс. И древнейшее понимание наших предков на этом огромном пространстве, древнейшее, это понимание того, что мир устроен так, что в нем, если нет солнечного света, то не будет лунного сияния. Если нет добра, если нет света, то не будет тени. Если мы не увидим тень, мы не поймем, что такое солнечный свет. Если нет, что такое добро, если его нельзя сравнить со злом. И поэтому Тенгри, это вселенская гармония, нужно поддерживать эту гармонию. И Тенгри это совсем не божество. Тенгри это этический идеал, высший, универсальный этический идеал, к которому нужно стремиться и поддерживать его на всех уровнях. В душе своей, в душе личности, на уровне личности, в душе. А мы, как часто мы испытываем противоречия. В семье поддерживать гармонию. Гармонию между семьей и обществом. Гармонию между обществом и природой, наконец. Вот это для меня Тенгри и понимание человека как частички этой вселенной. Потому что Тенгри, еще раз говорю, это вселенская категория, это вечная вселенская гармония, которая находится в движении, но которая все время нужно приводить в порядок. Спасибо, Ефрат. Спасибо, Петка. Хороший ответ. Ага. Я скажу им, чтобы потише. Не, ничего нет. Нормально. Второй вопрос, да? Это естественно. Говорят, рассказывают. Ну, эта конференция, по-моему, да, посвящена теме душа человека. Это 7-я конференция, примерно. Что вы думаете по этому поводу? Астральная, эфирная душа и дух человека. Кутсюр, в вашем понимании. Ну, у каждого человека есть душа. Например, у нас в Якутии, в селе Байера, живут очень добрые люди с большим сердцем.
и с открытой доброй душой, и совершает добрые дела. Таких людей мы называем человечный человек. Кигиги. Например, охотник после охоты оставляет свой улов у дверей своих соседей, пожилых людей, одиноких людей, безвозмездно. Это душа, это отношение человека, доброта. Ну, что вы думаете по этому поводу? Душа человека. Эфрат, давай начинает. Душа и дух, ну, это базовые категории философии вообще и испокон веков. Всегда хотелось понять, что движет человеческим телом. И, ну, мы знаем хорошо исследования в античной философии, средиземноморской. Мало кто изучал состояние души именно в глубине континента, то есть в степях Евразии. Я имею в виду в таком философском уровне, это известно меньше. Но, например, в казахской философии мы различаем понятие жан, как душа, и рух, это дух. А рух оставим попозже, но что такое душа? Жан – это горение, это огонь, который считали, что находится внутри тела человека и освещает, и проявляется в его взгляде, а потом уже в действиях, в поведении вообще. Это то, о чем вы начали говорить, Влас, это понятие базовое, это одно из форм проявления души Адам Гершель, человеческий, Адам Гершель. В казахской культуре, я думаю, что и во многих других, почти во всех традиционных культурах, вот эта потребность делиться с неимущим, то есть заботиться о братьях своих и сестрах своих, помогать старикам, немощным. Это закон человеческой жизни. Без этого нельзя. Так несотворенный Создатель этого и всех миров устроил этот мир, эту вселенную. И вчера у нас на конференции возникла дискуссия уже в кулуарах, как раз со Спасом Колобром болгарским, который как раз и говорил о категориях души и духа в болгарской культуре, в истории болгарской культуры. Но здесь, конечно, не хочу слушателей уводить в философские дебри. Душа человека, Жан Бар, это то, что наделяет его во-первых, мечтой, устремлениями, то есть вот такая сфера целеполагания. Это душа, это то, что заставляет человека почувствовать жизнь, это горение жизни. Потому что тело, говорят, тело может быть и бодрым, но душа безжизненная. Поэтому говорят, он умер, душа у него уже умерла, а тело еще продолжает жить. И такое бывает. А бывает так, что тело немощное, но мы знаем наших аксакалов, старцев, которые как раз тело немощное, но если душа сильна, если душа горит, то этот свет, который исходит из вас, он будет светить и потомкам, и внукам, правнукам, и всем окружающим. Вот что такое душа для меня. Спасибо. Тенгризм относится ровно ко всем религиям. И у всех религий есть вот такие стремления, чтобы повысить душевность человека, облагородить и так далее. Но я хотел сказать о организационных усилиях, которые
вот эти последние 15 лет прилагаются, а может быть и больше в Якутии, чтобы возродить это потерянное человеческое знание, это богатство потерянное, духовное, вот этот тенгризм. И я за это поздравляю наши друзья, и прежде всего из Якутии, потому что вот вы начали этот поход к возвращению, к возрождению, а это в наших днях не так, может быть, трудно, но не так просто, потому что мы уже связываемся, летим на самолетах, быстро друг к другу, так идем, работаем вместе, но это большое организационное усилие. И это нужно еще приложить силой для того, чтобы распространилось. Уже, насколько мы знаем, уже зарегистрировано, тенгризм зарегистрирован как официальное религиозное течение, может быть и учение. Это уже поставлен тенгризм наравне с остальными религиозными верованиями, и это очень-очень важно. Спасибо. Так, хотелось бы побольше узнать о эпосе вашего народа. Например, персонаж якутского героического эпоса Ломпо, богатырь Нюргумбатур, это защитник и освободитель, личность. Да? Космогония Ломпо выстроена с религией Ара и Танара, Тенгри. Итак, жанр эпический, эпос, легенда, былина, сказания вашего народа. Ну, Петка. у нас в Болгарии историческое познание о самих себя довольно хорошо развито. Это конкретное знание, что было с нашим народом, как случилось. И поэтому, я так думаю, иногда, когда нет исторической подушки и появляется вот это эпическое мышление, сознание, уже эпическое сказание потом. У нас нет такого единого эпоса возникновения болгарского народа и так далее. Но есть вот такие коротенькие сказки. Есть очень много сказок народные, содержат мудрость, становление семьи. Это сказки о дружбе между людьми. Есть исторический источник, который говорит о самом начале болгарского народа. Этот был Арин, который там в корзине на реке плавал. И у нас олень, да, нашел. Вот это, как будет женский род из оленя, кошута. По-русски, как будет женский род из оленя, супруга. Олениха. Мать олениха. Олениха. Она нашла вот эту корзину и кормила вот этого парня. Он вырос, и вот таким образом появились болгары. Ну, это самое раннее сказание. И нашли в переписи в Латвии. Во время турецкого ига много литература болгарская пошла на север, чтобы спасти от уничтожения. И поэтому мы находим сейчас много документов на территории Российской Федерации, бывших республик. Но говорят, 30 тысяч скифов вышли из долины Имиона, это Памир, и пошли на запад. Это конкретно, это не эпос, это исторические факты. История. Да, и поэтому, ну, как у нас таким не существует вот такой эпос, как, скажем, у вас. Ну, спасибо. Ефрат. Но что касается
казахского, казахской национальной этногоники, ну, в хорошем смысле даже, тут не очень благозвучно звучит по-русски, но мифы, напомню просто читателям, слушателям канала о том, что есть мифы космогонические, мифы о создании мира. И есть мифы о создании народа. То есть это вот и называется этногонические мифы. Они есть практически у всех народов свои, они являются таким культурным кодом, который разделяют все представители любой нации, как бы. И вот это как раз объединяет людей, то, что делает народ единым народом, как население делает народом. Но в случае с нашим, с казахской нацией, тут существует очень серьезное отличие, на мой взгляд, личный, персональный. Дело в том, что наша этногония казахская тесно связана с общетюркской этногонией. Потому что у нас бытует, мы прекрасно знаем, миф об Отукене. Это родовая пещера, откуда Отукен, это пещера, где волчица выкормила мальчика, наследника хана, Алшина. И она, которому обрубили руки, ноги и бросили в степи, но волчица принесла его в пещеру и там его выкормила. И потом и от них пошли все колена тюркские, в том числе и казахские. Вот это такой миф у нас очень устойчиво сидит в сознании, мы это понимаем это и считаем, поэтому мы, казахи, более открыты для сотрудничества и для восприятия всех вообще всех наших братьев от Тихого океана до Атлантического, до Болгарии. Мы чувствуем это единство всего, по крайней мере, на Евразийском континенте, эту глубинную связь. Но что касается нациеобразующих культурных кодов, то здесь у нас скорее это выражено в поэзии отдельных акынов, поэтов. И недавно я переслушал заново знаменитый ответ акына Сюинбая, казахского, из Житису, который здесь, который как раз состязался с акыном кыргызским, Артуганом. Я боюсь ошибиться с названием, с именем кыргызского акына, но который был в возрасте и поддел Суинбая. Зачем ты пришел сюда, на кыргызскую землю? Вот, казах, мы кыргызы, наследники Манаса и так далее. Как бы вот такой боевой народ. На что молодой Сюинбай сначала сник, настолько было, ну это традиция такая, айтес, поддевать и проявлять остроумие, острословие, такой поединок такой словесный, импровизационный совершенно. А был большой той кыргызов и казахов, и казахский хан сказал, что вы поникли голову, кто-то может ответить? Что, Суинбай, говори, что ты там тихонько бормочешь, говори в голос. И вот этот ответ Суинбая, который перечислил, да, ты велик, ты уж здесь гостеприимен, а мы пришли сюда. Конечно, земля Кыргызстана это горы, это кони ваши, которые скачут. А мы, вот, и он начал, я вот перечислил все племена и роды
казахские роды от Житесу, от Сару и Сюнов. Сам Сюинбай был из рода Шапраште. Шапраште и сын Сары Байбище, Сару Исюн. И пошел и перечислил все уйсунские роды, жалаирские роды, от востока огромную территорию, найманские, кыпчакские, до Каспия вообще и до Волги. Вот, и именно это, посмотрите, это тоже на канале, этот замечательный фрагмент из Айтыса в исполнении замечательно Жирал Ахана, о господи, забыл имя ректора, и исполнителя. Ничего страшного. Так, сейчас. Это вырежете сейчас? Ахан, о господи, как это можно? Ну откуда знаем? Там, ну, Ахан, ничего страшного. Это слабоватие. в исполнении современного же Жирау, молодого Ахана. Вот он как раз в жирах. Жир это эпос казахский. Но у нас нет такого, как у кыргызов Манаса или как у Саха. Олонхо многострофный на несколько часов, на несколько дней, может быть, даже. Героический эпос. Да, героический эпос. Казахский эпос, он короткий и разносюжетный. У нас есть эпос Кобанды, эпос об Алпамыш Батыре, эпос о Ертостике. Вот. И это эпосы, это героические эпосы. Вот то, что является культурным кодом казахской нации. Что общего между Болгарией и Якутией и между Казахстаном и Саха-Сирия? Ну, я уже как бы вот первое стихотворение не только между нами, как представителями, но и похоже, что и бурят-монгольской мы чувствуем это единство. Баир Дугаров, я хочу вот Сильно. рекомендовать зрителям. Ну, я тут вот у него замечательное. Под голову подложив подоблачные вершины Саяна Алтая, обнимая весь мир, отдыхаю на родине. Провожаю мысленным взглядом последние мгновения уходящего тысячелетия. Написал он в 1999 году. Но это, может быть... вы знаете, у него есть шикарное стихотворение, сейчас я скажу. Сейчас, секундочку. Где-то вот только что у меня было, у меня замечательное было. Сейчас, секунду. Вы пока говорите, это вырежете, ладно? Петка. Вы ответите на этот вопрос, я потом... Между Болгарией и Якутией у вас. Значит, я правду скажу, не было особого представления об Якутии в Болгарии до того, как у меня тоже такие никогда не приходило даже в голову, что я могу попасть в Якутию, и там, чтобы у меня друзья были. И после того, как мы встретились, я должен сказать, что Лена Федорова, она очень большое дело делает. И я здорово распространяю в Болгарии наш фонд Тангра Танакра информацию о Якутии, о том, что вы делаете. Вы очень хорошо справляетесь, я думаю. И мы организовали в Болгарии одна четвертая конференция, я думаю, или пятая. Пятая конференция была в Пятая Болгарии. конференция была в Болгарии. Да, это мы организовали для того, чтобы связь так упрочилась. На Черном море мы побывали, в Камчи, прекрасный комплекс был, еще есть. И там у Мадерского садника мы сделали ритуал, засняли, показали по телевидению. И это
это уже в Болгарии через нас. Связь, я думаю, что самая активная связь между Болгарией и Якутией сейчас являюсь я и наш фонд, конечно. Ну, отвечая на этот вопрос, что общего между Саха, между даже Болгарией и Казахстаном и Кыргызстаном, ну, вернемся еще раз к этой теме. Это наше общее небо и наше общее отношение к небу, ощущение того, что мы живем под единым небом, а рождены мы единой землей. Единой землей, и это проявляется не просто в генотипе, и не просто в кровном, в зове единой крови, как между казахами и кыргызами, или даже между кыргызами и Саха, но это родство духовное, это единая система ценностей, общих ценностей. Я думаю, что это самое главное. Это понятие того, что это понятие Адам Гершель, и то есть это человечность, это система ценностей чести. И что такое тенгрианство? Это же сегодня. Что такое тенгрианство сегодня? Это попытка обрести новую нравственную опору. Это такое понимание того, что жизнь наша определяется прошлым во многом, а прошлое это поклонение перед духами наших предков ушедших, которые нас охраняют и живут в другом мире. И на конференции сегодняшней, которые происходят сегодня, были очень серьезные доклады на эту тему. Я даже рекомендую зрителям канала обратиться на сайт нашего фонда, Международного фонда изучения тенгри, и почитать материалы конференции. Они будут опубликованы в электронном виде. Но я хочу обратить внимание на еще одну вещь. Значит, мы общаемся через русский язык. Все мы. Потому у нас общее недавнее прошлое, это социалистическое прошлое, скажем вот так. Значит, мы люди, наше сознание формировалось одним же путем. У нас вот это человеколюбие, справедливость социальная, вот это для нас всех, это однозначно, мы вас понимаем. На Западе вас, может быть, не примут вот так, или не будут в состоянии понять все то, что происходит и сегодня, после социалистического периода. Ну, там русское влияние помогает, есть оно свое участие в формировании народов, ваших государств, ваших. Тоже на Болгарию оно тоже сказалось, сильно сказалось. И этим образом мы общаемся и в другом плане, в самом таком практическом плане. А потом уже идет тангризм, душевность и так далее, и так далее. Не все нас воспримут вот так, как из других районов мира, может быть. Я хочу, это очень интересная тема, которую Петр затронул, но либо сначала как бы наша политическая история, наше политическое прошлое, которое нас объединяет, и потом уже тенгри, или все-таки именно наше прошлое, тенгрианское, духовно-культурное, которое определяет политическую историю. Это серьезный вопрос. И я склонен считать, что именно культурно-историческое определяет наше сегодняшнее настоящее, недавнюю историю. Вот наши татарские коллеги последние 10-15 лет очень интересно работают вот в плане исторической геополитики, если мы так скажем. Посмотрите,
как было в истории цивилизации. Огромные империи, первые огромные империи вообще с глобального плана, это империя Гунна, которая, ну мы знаем, от Байкала до такая вспышка цивилизационная, потому что цивилизация – это явление, которое развивается в пространстве, она говорит, цивилизация расширяется, культура идет вертикально, как бы, во времени, из глубин истории вверх. Так вот, смотрите, историки вспышка, как бы, это я закончу, то есть вспышка такая цивилизационная в пространстве Гунской империи сократилась, очень долгая пауза. Вспышка, ну, обратите, какие границы от Альп, от Байкала до Альп, фактически территория. Недолго сократилась, раздробилась, дала как бы. Потом, спустя 1000 лет, вспышка империи Золотая Орда, империя Чингисхана от Тихого океана до практически Индийского, Атлантического океана. Огромная вспышка. Снова сократилась, но оставив не просто эхо, а мощные следы в виде государства и так далее. И возвращаясь к 20 веку, вот о чем говорят наши татарские коллеги из Татарстана. Ведь кто-то из них обратил внимание, что соцлагерь, фактически Сталин, по итогам Второй мировой войны, включая не просто территорию Советского Союза, но и всех сателлитов, да, ну, соцлагерь в широком понимании, повторяет в границах своих империю Чингисхана. А снова, вот почему это в широком плане, я бы даже сказал, цивилизационно-исторический подход показывает, что вот это существует, вот это какая-то предопределенность нашего единства и нашей общности. Иногда мы ее очень сильно осознаем, и народы, разные народы, чувствуют ощущают потребность в этом единении. Потому что так силой оружия невозможно объединить столь разные народы. Это и только ценностные, новые ценности, новые идеалы, новые кодексы чести могут заставить столь разные народы подчиняться единому центру. И именно эта маленькая армия, в несколько туменов всего, которые же Аттила пошел, но народы принимали власть гуннов не потому, что они были варвары, не потому, что они были так жестоки, потому что они давали новый порядок. И то же самое удалось сделать Чингисхану. Само ядро, которое составляло гвардию Чингисхана, тоже несколько туменов, может быть побольше, но не больше 100 тысяч. А какая огромная территория. Они приходили, говорили новый кодекс чести и принимали. В 20 веке произошло то же самое. Вот эта система ценностей, этот идеал справедливости, и идеал, ну, хорошо, твердого порядка. После того разброда, шатания, который был в начале 20 века, людям потребовалось спокойная уверенность в будущем. И такую спокойную уверенность в будущем давала доктрина, наверное, все-таки Сталина, потому что это были два лидера. Я говорю это чисто с такой чисто с культурно-исторических, без политических аллюзий. Да. Понимаете, ведь не будем забывать, что и Адольф Гитлер до 1939 и даже до 1939 года был вполне приемлем для западных демократий. И для британской, и для французской, как бы, и для американской. То есть они его принимали, он был рукопожатным лидером новой Германии. Но победила воля народов как раз в глубинной Евразии,
Вот я к чему тут говорю, что нас объединяет. Вот этот дух, о котором мы спрашивали, душ и духа. И вот этот дух единения, дух победы, который Сталин очень хорошо оседлал, так скажем, в своих интересах. Ну, не в своих интересах. Хочу только дополнить, что историки утверждают, что первое имперское образование в истории человечества – это Ахеменидская империя Персия, еще в V веке до новой эры, как таковое имперское образование. И мы видим материальные результаты вот этого положительного влияния Безусловно, я согласен. на Азию. Но, извините, Ахеменидская цивилизация строилась, империя Ахеменидов строилась на других цивилизационных культурных принципах, Да. на зороастризме, в первую очередь, Да. которое вобрало в себе и крембрианство тоже. Вот так я это хотел сказать. И, конечно, нас все-таки география, близость это определяет. Мы географически близкие, мы в одном регионе, и это друг на друга мы влияем, мы, как говорят, обречены, значит, двигаться таким образом, пока не нашли вот, я не знаю, какие технические способы, что ли, чтобы мы перемещались, мы все больше перемещаемся через интернет, вот всякие такие вещи. И ну, то, что мы делаем с этой нашей организацией, с этим нашим прорывом к венгрианству, это, я думаю, очень положительно. Спасибо, Ефрат. Спасибо, Петр. Время идет, поэтому это самое. Это глубинная такая тема. Вы как историки, вы изучаете историю Болгарии уже 20 лет, а он вообще историк. Нет, я соцантрополог. Да. Я не столь силен в истории, как Петка, но мне лучше знакома история культуры, история цивилизации. Так, вчера был показ фильма «Царь-птица», якутского фильма. Режиссер Эдуард Новиков. Скажите ваше мнение об этом фильме. Посмотрели вчера? Кто захочет узнать Саха и якутский народ, пусть посмотрит вот этот фильм. Это не только Саха, это Средняя Азия, это дух Азии. Вот это я сказал бы. Спасибо. Ефрат? Я посмотрел с большим удовольствием фильм, и я так понял, что это премьера фильма, или предпремьера. Предварительный показ, и просто это такой ожидаемый культурный шок, я бы так сказал. Ожидаем, потому что мы от молодого, но очень такого напористого кино Саха, якутского кино, это же явление новое вообще в культуре. Но мы внимательно следим за фильмами вот такими, как недавно совсем это было «Тайна Чингисхаана» и несколько лент, которые, к сожалению, не выходят на широкий экран. Но мы, те, кто знает и интересуется, мы отслеживаем новинки работ. И вот работа Эдуарда просто прям вот ждал, чтобы что-то будет. Мне посчастливилось видеть, как бы быть в виде спектакля Саха театра. И я даже не помню, может быть, имена, но лица узнаваемые. И режиссура, вот эта режиссерская школа Саха. Это драматургия очень неторопливая, очень спокойная. Здесь нет динамичного развития сюжета, но как такой ранний Куросава. Да. Вот это, очень спокойно и захватывающе. И всегда
следишь, что будет, что, как сложится, чем кончится этот конфликт между стариками в наследии и этим Беркутом, который, вот для нас Беркут, это вообще тут очень глубинные такие культурологические вещи, архетипические. Если для нас, степных тюрков, Беркут это, если бы Беркут сел у юрты, вот, это посланник небес, это посланник добра. Значит, тут что-то нужно ждать, но нет в нашем понимании такого предчувствия беды, исхода. У северных тюрков, у тюрков тайги, сакральным посланцем доброй воли небес является Стех. Это ведь так? Да. Для нас Терна, это в поэзии такой поэтический образ, но такого драматизма сакрального, да, я даже не видел. Чем закончится, не буду рассказывать, и как бы хочу заинтриговать Спасибо. слушателя. А чем закончится конфликт между стариками и птицей? Это очень интересно. Так, я как музыкант, у меня такой вопрос. На каком этапе развития находится фольклорная музыка в Болгарии и в Казахстане? Ну, Виталий, мне не нравится сам термин фольклорная музыка. Фольклор это термин, который устоялся с подачи в XIX веке, с подачи Бартака, который все, что не было немецкой классической музыкой, или французской классической музыкой, или итальянской музыкой, вот он собирал румынскую, венгерскую, болгарскую, все это назвал фольклор. Но на самом-то деле, я это говорю как эксперт ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, была дискуссия в конце 20-го столетия, я инициировал эту дискуссию, несколько статей написал, в ЮНЕСКО выступил. Фольклор, вот я рассказал эту историю, и ЮНЕСКО отказалась от понимания фольклора. Потому что фольклор это частушки, это анекдоты, это даже то, что не имеет автора. Это то, что бытует само по себе, фольклор связан с бытовой культурой. Наша традиционная музыка, она отличается от европейской, но европейская классическая академическая музыка это тоже национальная немецкая, французская музыка. Понимаете? Почему мы не называем фольклором индийские раги? Индийский хатха. Это совершенно не похоже на академическую европейскую музыку, не имеет ничего общего с хорошо темперированным клавиром, совершенно в другом мелосе, совершенно в другом ритмическом пространстве, совершенно с другими инструментами, звучит совершенно иначе. Мы же не называем это фольклором. Не называем фольклором китайскую традиционную музыку, японскую традиционную музыку. Почему мы нашу тюркскую традиционную музыку, создаваемую профессиональными композиторами, людьми, которые живут этим, то есть это профессиональные композиторы, почему мы называем это фольклор? И вот именно то, что я говорю, наше казахское традиционное искусство развивается своим путем. У нас вот буквально вчера я был вот на этой неделе в рамках празднования 80-летия Союза композиторов Казахстана прошла череда концертов, и оркестр, государственный академический оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы. Вот у них свое здание, это свое, со своим репетиционным залом и концертным залом.
кстати, здание бывшего университета марксизма и ленинизма, потом там была филармония, оркестр Курмангазы. Они исполняли произведения только как казахских авторов 20 века. И это была казахская музыка. Был шикарный государственный оркестр от Рашсазы, который создал великий казахский композитор, наш современник Нургисат Линдиев, с его прекрасными кюями. Он наследник этой давней традиции кюевой, которая идет от Татимбета, Суильбая, Татимбет, Курмангазы, Дина Нурпиисова и Амре Пашобаев. И вот самый современный уже до конца 20 века, это, конечно, Нургисат Линдиев с его музыкой. И у него прекрасный оркестр остался после него. И это все современный автор. Время. Я могу много говорить о музыке. Спасибо. Я вполне согласен с Ефратом. Это даже в первый раз слышу, это очень правильно, то, что он поставил как вопрос перед ЮНЕСКО. У нас развивается фольклор очень активно. И явление каково? Значит, во время социализма молодежь вот от этой традиционной музыки просто молодежь не интересовалась. Сейчас считается признак низкой культуры и общей культуры, и если молодой человек не может сыграть танец, так, когда есть празднества, идет другая музыка, европейская и всякая, однако обязательно идет и народная, мы так говорим, народная музыка, народные танцы. В этом смысле я думаю, что это возрождение вот этого старого духа нации. Я хочу вернуться, а вы сделаете потом. А значит, у нас есть эпос, конечно. Эпос? Есть эпос. Это Веда Словена называется. Веда Словена. И это случайно вскрыли это. Начали собирать песни, такие этнографы, фольклористы в районе Рудоков, среди наших мусульман. Вот те, которые были мусульманизированы, исламизированы во время турецкого ига в этих районах. И там они нашли песни автентичные, мало-помалу, когда начали их вот так сглабивать, сглобку делать, что это единое старое мировоззрение, и это Веда Словена. Говорят, что ведическое это знание, вот эти веды из Индии, это 5-я часть, известны 4 веды индийские, это 5-я вроде бы часть, то, что мы с этих районов с нами принесли, это очень интересно. Кстати, это вас заинтересует, я вам отправлю информацию. Спасибо. Давайте, время идет. Давайте поговорим о литературе. Так как мы все пишем, писатели все. Литература 21 века, да, еще не получила научного истолкования на сегодняшний день. Есть небольшое количество статей о развитии современной литературы 21 века. Каково ваше мнение на этот счет? Высоко говорит о нас. И очень тихо говорить. А сколько времени? Снова скажите. Ну, 2 вопроса осталось. Просто мне потом, если у нас уже перебивочка, я как бы так красиво эту стихотворение. О литературе давайте. Ага. Каково ваше мнение на этот счет, что современная литература сейчас не имеет истолкования научного сейчас? Как вы думаете о современной литературе сейчас? Разница большая с прошлым. Каждый может издавать книги. Каждый. И являются сотни заголовий всяких, кто думает, что он может писать, а не только думает, если это будет интересно для других, но все-таки пишет, издавает, и появляются книги новые. Но мы пока не нашли
не выявились авторы такого ранга, как были Как Лев Толстой. ну даже и позже, и позже. Ну, мы их ожидаем, вот этих авторов. Ну, есть авторитетные, интересные авторы с претензиями, может быть, иногда слишком большие. Но мы все-таки ожидаем вот титанов. Хоть один, чтобы появился. А может быть, он уже родился. Ну, вот так, в Болгарии. Ну, Михаил прав. я бы ну, не могу говорить о болгарской литературе, хотя Я об билетристике говорю. о Поэзия это прозе. что-то другое. Хотя болгарская проза второй половины 20 века мне очень нравилась. У меня Да, были был вот сборник новелл, и потом очень интересно, у вас был такой писатель, который писал детективы, Авессалом, про ну, такой аналог агента 007. Андрей Гуляшки. Андрей Гуляшки про болгарского разведчика. Потом, я помню, такая новелла интересная была, «Варшавянки». И, ну, интересная проза была болгарская, сейчас не знаю. А если говорить о казахской литературе, о литературе Казахстана, так скажем, то здесь у нас интересная ситуация, опять же. У нас есть русскоязычная казахская литература и казахоязычная литература. Да, и это два процесса, которые протекают параллельно, к сожалению. Вот, и могу сказать, что казахоязычная проза, и особенно казахскоязычная поэзия, молодая поэзия Казахстана намного интереснее и намного глубже, чем казахская русскоязычная. Но так сложилось информационное пространство, что больше на слуху и на виду русскоязычная казахская поэзия. Это казахи, которые пишут на русском языке, которые владеют им лучше, чем родным казахским. Так сложилась наша культурная история, культурная ситуация. Но есть интересные работы, поднимается, делаются попытки обратиться к тенгрианской тематике, то есть вот это ощущение, особенно в поэзии, в русскоязычной казахской поэзии, больше внимания к тенгрианской тематике, чем в казахоязычной. Казахоязычная, это же поэзия наша, как бы она больше в таком в традиционном ключе. И в современном она более актуальна, она откликается на... Проза интересная есть. Но общее замечание, конечно, современная молодежь не любит, когда много букв. Друзья, нас ждет Дашня, сегодня руководитель. Так что последний вопрос. Как вы считаете, межчеловеческие отношения в современное время ужесточились и с чем это связано? Каков должен быть подход к воспитанию ребенка именно как настоящего мужчину? Можете вот так? Как Вопрос. настоящая женщина. Не, ну как сказать, Ботра, вот у нас так. Батыров, герой. Батыра, да. Ты героя. Мужчина должен быть охотником, спортсменом, умным и т.д. Вот так. Но, значит, ситуация ухудшилась в этом плане. Цивилизация наступает, а с цивилизацией многое уходит. Дух Тенгри тоже мы хотим возродить, это и на то направлен, благородство, и потом уже богатырь, если он не благороден, это какой он богатырь. И значит, стремление к материальному нас давить уже.
И все это мешает нашим представлениям о настоящем мужчине. А я сказал бы, когда мальчик, и он, значит, становится здоровым вот таким. Однако, когда у него супруга, если супруга не поддерживает, и она не воспитывает его детей, потому что, значит, место женщины в обществе в этом плане очень важное, и нам нужно вот эти обеи гармонизовать, мужское и женское начало. Они на Западе хотят вот это сходить к нулю. Это Истамбульская конвенция, она говорит, нет мужа, нет жены, это что-то там посередине, и это до вас не достигло. Я проверяю, на днях достигает, однако через ЮНЕСКО и там вот эти, а для других, я их спрашиваю, вы слышали, не слышали, это большая проблема. На это они нас туда. И надо от этого сберечь наших детей. Ну, я хочу сказать, что настоящих батыров, героев, конечно, рожает женщина и воспитывает женщина. Мы думаем о том, что батыров как бы воспитывает только отец, да, о том, что мужчина может воспитать мужчина. Безусловно так. Но здесь велика роль матери. И вот наши матери, наши родители, современные, не мои, как бы, а вот поколение матерей, уже второе, третье, четвертое поколение забыли об этой роли. Ну, для того, чтобы воспитывать героев, нужно воспитывать матерей. Вот это я хотел сказать. А мы пошли по пути вот эта забота, инфантилизм. Мы несколько поколений воспитываем инфантильных юношей, которые уже даже состарившиеся мальчики, так и не ставшие мужчинами. Это серьезная беда, я поддерживаю Петка. Здесь должна быть гармония, но и мужчины должны быть отцами хорошими. И мне хочется закончить вообще. И нужно всегда помнить о том, что такое путь кочевника. От крика к голосу, от сабли к колосу, от мифа к логосу, от бубна к лотосу, от чия к полюсу, от юрты к космосу. Да. Баир Дугаров. Супер, молодец. Ну, в заключение еще раз с Петром Колевым мы познакомились на 5-й конференции по тенгрианству в Болгарии. Это еще раз я просто слушателям рассказываю. Под его руководством конференция по тенгрианству прошла на высшем уровне. Мы вся делегация очень благодарна ему за теплый прием и гостеприимство. Мы с большим удовольствием вспоминаем эти дни. Очень тепло было. А с Ефратом мы знакомы очень давно. Ефрат часто посещает различные мероприятия в нашей республике. В прошлом году мы... И с большим удовольствием. Мы рады всегда видеть его на нашей земле Ломфа. Еще раз приглашаю. И благодарю вас за столь интересную беседу. И удачи вам и плодотворную работу на конференции. Уруй Айхал Тоско. Спасибо. Уруй Айхал. И вот у нас книга вышла у нашего общего друга. У Дашняна есть книга афоризм. В этом году в Якутске мы напечатали. Вот, я перевел его афоризмы на якутский язык с русского. С монгольского на русский, с русского на якутский. Я вам это дарю. Спасибо большое. Перевода афоризма Дашняна. Спасибо. Сколько? Туско.